Глава Коми призвал надзорные органы и профильные министерства Республики Коми жестко контролировать ситуацию по ценообразованию. Как отметил Владимир Уйба, отпускные цены не изменились, а вот конечная стоимость социально важных товаров почему-то растет. Кроме того, на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики озвучили новые позиции регионального плана поддержки бизнеса и защиты населения в условиях давления санкций. Детали в материале Ольги Коняевой. Увеличение зарплат бюджетникам и социальных выплат планирует правительство России для поддержки россиян в нынешней непростой ситуации. В стране достаточно сил и средств, чтобы не допустить экономического коллапса. Если человек не может получить поддержку в рамках правового поля, брать ситуацию на контроль и помогать адресно. Такую задачу поставил глава Коми на штабе по устойчивости экономики. Кроме того, на региональном уровне проработать дополнительные меры социальной помощи. В числе направлений это адресная поддержка различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранение доступности социальных услуг, поддержка социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан, оказанию помощи беженцам, вынужденным переселенцам и иные направления. Принят очередной пакет федеральных антикризисных мер. Это в том числе льготное кредитование системообразующих предприятий промышленности, торговли и АПК, упрощение налогового контроля, поддержка авиаперевозчиков. По поручению президента регионы принимают и свой план действий. Это гибкий документ, дополняется с учетом ежедневного анализа социально-экономической ситуации, предложений самих предпринимателей и общественности. Трудности как индивидуальные, так и общие для отдельных отраслей. Вот так, например, ко мне одна отрасль пришла, мы ее полностью разложили от начала до конца. То есть в чем ее трудности, да, на каком этапе они сейчас возникнут, в чем они будут заключаться. То есть, да, и мы, так скажем, подберем тот инструмент, те именно меры поддержки, которые именно ей помогут. В Коми готовится перевод котельных на топливные брикеты и пеллеты. Часть расходов на создание и развитие производства биотоплива будет возмещена. Еще в плане поддержки для малого и среднего бизнеса отсрочка платежей за аренду муниципального и госимущества, сохранение льгот по системе упрощенного налогообложения, снижение ставок по лизинговым программам и займам микрокредитной компании. Работодателям частично компенсируют затраты на оплату труда при организации общественных работ и при временном трудоустройстве сотрудников под риском увольнения. В плане мы предусмотрели новые мероприятия. Это выделение в 2022 году дополнительных средств на организацию работ по отводу и таксации лесосек для проведения аукционов, заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с целью использования лесов предприятиям малого и среднего бизнеса. Владимир Викторович, это было ваше поручение. Создание Центра импортозамещения Республики Коми, так называемая биржа, в целях замещения импортируемых в Республику Коми товаров, продукции отечественного производства и продукции дружественных зарубежных стран. На сегодня такая номенклатура у нас составляет более 400 позиций. Решением проблемы поставки готовой продукции, ввоза сырья и материалов займется уже созданный региональный логистический центр. В его составе крупные производственники, РЖД и исполнительная власть. Планом закреплен системный мониторинг самочувствия предприятий, ситуации на рынке труда, наличие товарных запасов и особенно ценовой политики. Глава Коми призвал надзорные органы и профильные министерства жестко контролировать ситуацию. Когда начинаем разбираться, то оказывается, что отпускная цена не меняется. И на этот пресловутый сахар, и на пресловутую гречку, и так далее, и на лекарственные медикаменты. То есть уходит от товара или препарат по цене, которая была до 24 февраля. Ничего не поменялось, особенно отечественный товар. А дальше начинается игра. Чем мы сейчас будем требовательнее и призывать дисциплине людей, которые хотят срубить, что называется, по-быстрому, тем у нас более спокойная будет ситуация в регионе, и тем более люди будут себя чувствовать защищенными. Самое главное.
сахаром проблем нет. Об этом говорит региональный Минсельхоз, подтверждает и Минпромторг страны на российском портале объясняем.рф. Производят сахар в достаточном объеме. Принято решение о запрете экспорта, о свободном импорте продукта. Потому и перебоев быть просто не может. Ажиотажный спрос использовали перекупщики. Брали сахар тоннами, продавали с наценкой в небольших магазинах. Сейчас отпуск товара ограничен, да и покупатели уже запаслись впрок. К сожалению, те перебои, которые возникают, они связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. То же самое, такую же политику торговую заняли и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками по сахару нет. Бытовой химии мы производим больше, чем потребляем. Нет рисков дефицита и по другим товарам. Запасов сырья у производителей достаточно. Возможны проблемы в логистике. Там, где есть импортная составляющая, цепочки поставок приходится перенаправлять. На это нужно время. На территории Российской Федерации сегодня мы производим практически все виды продовольственных товаров, необходимые для удовлетворения потребностей населения России. Республика не исключение. Мы производим небольшой объем продовольственных товаров, но поставляем мы в основном российский продукт. На полках розничной торговли объем импортных товаров составляет менее 1%, и это, как правило, такие товарные группы, как кофе, чай, деликатесные какие-то продукты, сыры и так далее. Заменить импорт на полках магазинов могут местные предприятия. В Коми сформированы рабочие группы по развитию небольших производств. Помочь найти свою нишу готовы в торговой сети «Маты». Мы в торговой сети «Маты» готовы помогать разрабатывать упаковку, брендинг, объяснять и помогать, как проще, лучше выходить на полки и в нашей сети, и в других магазинах, которые представлены по республике. Поэтому наше ожидание, что, конечно, ситуация такова, что развитие для локальных производителей сейчас имеются все предпосылки к тому, чтобы действовать. Руководители коммерческих банков отмечают, малый и средний бизнес уже активно подает заявки на участие в программе льготного кредитования субъектов. Ажиотаж на наличку позади. Ставки по депозитам как для юридических лиц, так и простых вкладчиков выросли. Деньги возвращаются на счета. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».